Добрый вечер, уважаемые телезрители и те, кто нас слушают по радио. Это прямой эфир, телевизионные дебаты к выборам главы республики Саха-Якутия. Единый день голосования 9 сентября. Сегодня у нас в студии следующие участники. Это кандидат на должность главы республики Саха-Якутия от партии КПРФ Виктор Николаевич Губарев. Добрый день, уважаемые телезрители. Это доверенное лицо кандидата на должность главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева от партии «Единая Россия» Антон Ломакин. Здравствуйте. Это кандидат на должность главы республики Саха-Якутия от партии ЛДПР Гавриил Павлович Парахин. Добрый вечер. И доверенное лицо кандидата на должность главы республики Саха-Якутия от партии «Справедливая Россия» Владимира Богданова Петр Сысоевич Тумусов. Добрый вечер. Еще раз вас всех приветствую, уважаемые кандидаты и доверенные лица. Обсуждаем мы сегодня следующую тему – информационные технологии и открытость власти. Начнем сразу с вопросов. Как вы думаете, какую роль могут сыграть информационные технологии в социально-экономическом развитии нашей республики? В алфавитном порядке мы начинаем эфир, как обычно, как всегда. Виктор Николаевич Губарев, кандидат от КПРФ. Ваши 2 минуты начинаются прямо сейчас. Дорогие якутяне, 9 сентября, в единый день голосования, я еще раз убедительно прошу поддержать кандидатов и на главу нашей республики Илдархана, и в Госсобрание Алтумен, местные органы власти, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. Республике нужна честная и ответственная власть. Мы вас никогда не подводили и не подведем. Конечно, тема сегодняшнего разговора наиболее очень важная. Но вспомнить 90-е годы, когда те, кто захотел сменить, и им это удалось, пока удалось сменить социально-экономическую формацию, по сути переворот социализма, народовластия, страна перешла не по нашей воле. Уничтожили Советский Союз не до конца, он все равно возродится. И прежде всего, те, кто это затеял, Ельцин и вся команда с ним, в том числе и Горбачев, захватили средства массовой информации. И электронные, и печатные. Все было сделано для того, чтобы информировать одну точку зрения. Как у нас было плохо, как у нас будет хорошо, уберите только коммунистов, и все будет замечательно. Но это был величайший обман. За 28 лет произошло совершенно обратное. Мы потеряли то, что достигли, ничего не произвели, и это было и сегодня. Продолжается контроль над умами нашими с вами. Зомбирование своего рода происходит. Цензура существует. Как будто мы там думаем, что можно куда хочешь позвонить, что хочешь сказать, ничего подобного. Все регулируется. И более того, более 100 каналов сегодня, и официальные каналы вещают с утра до вечера только какая у нас хорошая власть, что мы достигли, что мы будем через 30 лет, 40 лет, а что сегодня существует, ничего не говорится. Поэтому нужно изменить ситуацию в информационном поле нашей страны. Николаевич. Тот же вопрос. Роль информационных технологий в социально-экономическом развитии республики. Антон Сергеевич Ломакин, доверенное лицо Айсена Николаева. 2 минуты ваши. Добрый вечер. Роль информационных технологий в программе Айсена Сергеевича Николаева ключевая. Социально-экономическое развитие республики без информационных технологий, к сожалению, не может быть, потому что у нас граждане живут очень далеко друг от друга, очень тяжелые климатические условия. И у нас нет возможности очень часто встречаться, задавать вопросы власти, получать услуги, госуслуги. Соответственно, деятельность правительства будущего будет заключаться в том, что доступность услуг была лучше. В первую очередь это мы говорим об интернете широкополосном для граждан, организаций, о сотовой связи, в том числе для физических лиц на всей территории республики. Если говорить о госуслугах, что госуслуги должны предоставляться будут в каждом доме, то есть не выходя из дома, через мобильное устройство, через интернет, с помощью технологий мы будем подавать заявки на загранпаспорта, это уже сейчас доступно, и это будет, перечень услуг будет расширяться и расти. Если говорить о медицине, то это создание единой медицинской электронной карты,
чтобы любой гражданин республики мог с любого вуза приехать в тот же Национальный центр медицины и получить качественные услуги, чтобы терапевт или любой лечащий врач знал всю историю болезни, какие аллергии у него есть, какие до этого ему прописывали лекарства, и, соответственно, продолжить лечение в хорошем виде. Не нужно с собой таскать бумажные карты. Это и есть информационные технологии. Если говорить о ЖКХ, это доступность данных по оплате, по счетчикам. Не нужно ходить, стоять в очередях больших. Достаточно все это предоставить. Поэтому цифровые информационные технологии ведущую роль будут занимать. Спасибо. Гаврил Павлович Парахин, кандидат от ЛДПР, информационные технологии. Какова их роль в развитии республики? Ваше мнение, 2 минуты. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Очень важная тема. Мы говорим про социально-экономическое развитие, роль информационных технологий. Но одна беда у нас. У нас нет ни социально-экономического развития, мы это уже обсуждаем последний месяц, и нет у нас, естественно, интернета, то есть доступности интернета. Да, в городе Якутске есть, но если мы сейчас выезжаем за пределы города, мы понимаем прекрасно, что остальное население нашей республики, а естественно это люди, которые живут в улусах, в более мелких городах, страдают от того, что интернета нет, и нету доступности, и нету никакого развития. Это у нас замкнутый круг. Но зато у нас из бюджета нашей республики выделяется более миллиарда рублей на развитие СМИ, интернета. И результатов никаких нету. До смешного, был в Уснере, там, не знаю, проехал кто-то на машине или пробежал медведь, порвал волокно, интернета нет 3 дня. Прожили без интернета. Вроде бы там нашли, искали искатели, подключили, проходит опять 3 дня, опять нету. То же самое в Тиксе, то же самое в Чукурдаке. Что делать? Ну, тут одна ситуация простая. Да, сегодня говорят наши оппоненты, особенно от партии власти, что у нас все это есть, но это благодаря не развитию нашей республики, не благодаря работникам, чиновникам в этой сфере. Это благодаря предпринимателям и благодаря бюджетным разработкам и бюджетным средствам, которые выделяются для нашей республики. А остальное у нас все не работает. Просто нужно не голосовать за партию власти. Не нужно голосовать за тех людей, которые некомпетентны в этом вопросе, не профессионалов. Профессионалы сегодня одни. Это ЛДПР. Люди молодые, активные, умные и грамотные. Голосуйте за ЛДПР. Спасибо. Петр Сысоевич Тумусов, доверенное лицо Владимира Богданова от «Справедливой России». Теперь ваши 2 минуты. Информтехнологии в развитии республики. 2 минуты. Спасибо. Дорогие избиратели, 9 сентября у нас состоится уникальное историческое событие. Состоятся выборы во все органы власти республики. Я призываю вас 9 сентября голосовать за «Справедливую Россию». Номер 6 в бюллетене голосования. Информационные технологии – это сегодня очень актуальный и главный вопрос жизни. Потому что мы пережили индустриальную эпоху, мы пережили аграрную эпоху. На сегодня мы живем информационной эпохой, так называемом постиндустриальном обществе. Поэтому фактор информатизации, фактор информации – это очень важная часть нашей жизни. Информация – это в 2 видах он сегодня может, на наш взгляд, работать в обществе. Это первое, конечно, это социальные сети, различные сайты, общение, развлечения, все что угодно, которое происходит в интернете. Это одна часть, а вторая часть – это чисто прикладная часть, которая в будущем заменит посредники между бюджетом и народом. Это бюрократию заменит. Вот в этом самая гвоздевая часть информатизации, которую мы сегодня делаем. К сожалению, на сегодня между бюджетом и народом очень много посредников. И средства, которые предназначены для развития народа, они зачастую оседают в карманах посредников. Поэтому нам необходимо
информатизацию дальше развивать, которую я буду в дальнейшем рассуждать. Спасибо. Уважаемые участники, с развитием информационных технологий, как известно, обострилась проблема информационной безопасности. Насколько это, по-вашему, серьезно и в чем решение? Виктор Губарев, кандидат от КПРФ, 2 минуты. Но технический вопрос, уважаемые товарищи, что связаны с информацией, можно решить и нужно решить. Это по силам нашему государству. Просто государство ушло из этого сектора, значит, работы. Сегодня сотовые компании, большие операторы, они это практически частные компании. И, конечно, очень высокие тарифы. Нужно снижать тарифы, нужно сделать доступным интернет для всех слоев общества. Это первое. Нужно не забывать. Вообще сотовый телефон изобрел в том числе и лауреат Нобелевской премии Жарес Иванович Алферов. Он сегодня с коммунистами работает вместе в Государственной Думе. Это мы авторы этого изобретения. А вот то, что производим, это уже не производим, это другое дело. Технические вопросы решаемые. Нужно только серьезно этим заняться государству. А вот вопросы вторые, нравственного, морального характера, вот волнует. Сегодня коммунисты много раз уже предлагали принять закон, создать Высший совет по защите нравственности в области телевидения и радиовещания в Российской Федерации. Предложение это не принимается. Создать ТВ-канал «Молодая Россия». Ну, посмотрите, 100 каналов. Ну, что же там мы получаем, какую информацию? Великого писателя Валентина Распутина как-то спросили, ну, что делать? Скажите, пожалуйста, ну, не знаем мы, что делается в стране, не можем влиять на это дело. Ну, нас обманывают. Он говорит, выбросьте телевизор. Но, конечно, к этому мы не призываем, безусловно. Но это суть. Из телевидения мы же что, получаем правду? Ничего подобного. Поэтому непонятно. Был закон, проект разработан об ускоренном развитии социально-экономическом Дальнего Востока. Вот там были программы, в том числе и, значит, решение этих вопросов. Интернета, чтобы был на севере и в Арктике. Прежде всего нужно на Дальнем Востоке его сделать. Спасибо. Отдаленность, большая же территория. А теперь Антон Ломакин, доверенное лицо Айсена Николаева, информационная безопасность, насколько это важно, нужно, как надо вести работу? Ну, все мы знаем, что информационная безопасность в связи с проникновением информационных технологий действительно обострилась. Мы все подчастую получаем спам-сообщения, которые могут содержать в себе вирусы. Эти вирусы могут заполучить нужную информацию для хакеров. Это могут быть пароли от социальных сетей для использования и шантажа. Это могут быть данные для подключения к мобильному банку, для кражи денег. Это могут быть просто личные данные, которые так или иначе могут продаваться в закрытых сетях. Если мы будем говорить в целом о больших предприятиях, так банках, государственных учреждениях, частных компаниях, промышленных, то это может быть утечка базы данных, например, налоговой, да, это может быть остановка фильтров воды, того же водоканала, либо это может произойти более страшные вещи, это потеря денег граждан, да, в банках. Соответственно, если говорить об Айсене Сергеевиче, его мнении, он был на мероприятии у нас в межрегиональном форуме «Айсберг» 18 августа на закрытии и очень четко высказался. Он знает о проблеме, он прекрасно понимает, насколько она серьезна, и построить цифровую экономику без информационной безопасности будет крайне сложно. Поэтому он дал поручение соответствующие Северо-Восточному федеральному университету в соответствии с ГЧП, с частными и государственными предприятиями создать Академию кибербезопасности по подготовке специалистов, которые будут защищать наши данные. В первую очередь для республики они помогут нам создать нашу цифровую экономику, которая будет защищена, а в долгосрочной перспективе продавать услуги в страны АТР и в Россию. Спасибо. Гаврил Парахин, кандидат от ЛДПР, информационная безопасность. Что вы об этом думаете? Вот на это, уважаемые телезрители, надо выделять деньги. Потому что это серьезная проблема. И, к сожалению, вот этот бюджет миллиардный, из него не выделяется на это деньги.
Вот такие молодые предприниматели, как мой оппонент сегодня, представляющий партию власти и кандидат от партии власти, вот они этим и занимаются сами и сами учатся. Но, к сожалению, те деньги, которые должны назначаться для них, для молодых предпринимателей в этой области, тратятся у нас на бесплатные газеты, они там где-то растворяются, на непонятные передачи по телевизорам, которые повторяются изо дня в день, и ты думаешь, как будто как день сурка, понимаете? И не доводится ничего до нашего населения. Просто миллиард исчез. Каждый год миллиард. Для сравнения, Амурская область это 60 миллионов, Забайкалье это 100 миллионов. Представляете, какая разница? Регионы с населением до миллиона жителей. Вот такая у нас проблема. Воровство. А мы говорим какие-то инновационные технологии, мы сейчас говорим о развитии. Да, надо на это деньги тратить, обучать, отправлять, решать этот вопрос, потому что залазит в нашу личную жизнь, залазит в личную жизнь наших близких, рассказывают непонятно что. Бывает, порой мы сами, особенно население, не очень грамотное, не понимает, действительно ли переворот произошел, правильно ли курс доллара, сбежала ли там в Центробанке управляющая, не сбежала, рухнуло что-то, не рухнуло, взорвалось, не взорвалось. Вот такие вещи приводят к тому, что сегодня население неправильно информируемое, оно начинает нервничать, оно начинает себя неправильно вести. И наше государство, наша власть, наша партия власти нас от этого обезопасить не может. Очень слабо в этом направлении она работает. Поэтому на это направление надо уделить огромное внимание. У партии власти хватает напечатать вот бумажку, да, это моя вот такая, в 3 раза больше, вот, которая лежит на столе моего оппонента, за 2 миллиона рублей. И уже сделать 2 выпуска. Это 40 детских площадок. Вот на это у них ума не хватает. Спасибо. Петр Сысоевич Тумусов, «Справедливая Россия», информационная безопасность. 2 минуты. Спасибо. Информационная безопасность – это, конечно, важнейшая часть информационной эпохи, потому что эта проблема состоит из 2 частей также. Да? Первая часть – это чисто техническая часть, которой сегодня вот мы сидим и разговариваем. Это, конечно, это очень щепетильная и такая сложная, тонкая часть, потому что даже маленькая ошибка, не говоря о спамах, атаках хакерских, маленькая системная ошибка в программе может привести к сбою целых систем компьютерных. В истории известен факт, когда в 80-х годах чуть не случилась мировая война из-за того, что компьютер неправильно интерпретировал стаю гусей, как выпущенные неприятелем ракет. Вот даже вот до такого состояния доходит. Поэтому, конечно, технически обеспечить информационную безопасность это необходимо. По этому направлению надо работать и работать. Второе, значит, безопасность это, конечно, это нравственное, моральное, этическое, все что угодно происходит сейчас в социальных сетях, интернете, чего там только нету. Люди, они воспринимают информацию, которая приходит по интернету, за чистую правду. Поэтому власти должны обратить внимание, власти должны реагировать очень оперативно, не ждать, пока сидеть, пока атмосфера накалится, вот как Вилюйская трагедия, а предпринимать превентивные меры и профилактировать вот эти нежелательные эффекты информатизации. Спасибо. Обсуждаем вторую часть темы – открытость власти. Сегодня общение власти и общества зачастую ведется только через интернет. Как вы думаете, необходимо ли живое общение между обществом и властью? Вы начинаете. Виктор Губарев, КПРФ, 2 минуты. Хорошо. Но информатизация нашего общества позволила осуществить тотальный контроль за мыслями вообще наших людей. Сегодня никто не защищен. Вот здесь безопасность должно быть государственное влияние на то, чтобы мы были защищены, в том числе от лживой информации, от той информации, которая растлевает нашу молодежь, которая вносит ложь. А информация должна быть правдивая, постоянная. Вот нет, у нас в республике нет системы, которая бы позволила понять, как осуществляется информационная, значит,
не только безопасность, информировать наше население. Ну, есть сайты, главы республики, партии имеют свои сайты и так далее. Но системы-то нет. Кто за что отвечает, за сказанное слово, оно же будет и во зло, и в добро. Поэтому должна быть система. Информационная безопасность должна нас обезопасить, людей. Технически это можно решить, но нужно нравственную и моральную сторону решать. Поэтому, ну как информировать общество? Вот 2,5 часа, по-моему, исполняющий обязанности главы несколько дней назад выступал на телевидении. Прямой эфир, 2,5 часа. Час 40. Ну, час 40, да. Ну, час 40 выступал. Он сегодня действующий кандидат, как и мы здесь. Вот с Гавриловым сидим вместе. Ну, мы здесь 1,5-2 минуты упражняемся. Ну, почти 2 часа. Но как вам считать? Это безопасность мою где-то мои права защищены или нет? Нет, конечно. Это значит, нет равных условий? Нет. И в том числе информацию должно получать население постоянно правду. Информироваться должна быть правдивой, постоянной. И обязательно должны отвечать люди. Вот тогда будет роль государства обеспечена. Тогда мы будем обезопасены Спасибо. от этих Время всех истекло. вещей. Антон Ломакин, Да. общение власти и общества, 2 минуты. Ну, конечно же, сегодня у нас граждане очень активно используют информационные технологии для общения с властью. Власть строит всевозможные порталы, на которых мы можем общаться, задавать свои вопросы, предлагать решения, жаловаться на проблемы. Тот же самый наш любимый портал oneclickyakutsк.ru по городу Якутску. Он используется, да, властью, соответственно, он будет расширяться, эти технологии будут расширяться на территории республики, которые успешны были. Соответственно, информационные технологии должны помогать нам при отдаленных наших районах, когда мы не можем друг с другом встретиться, общаться с властью, друг с другом, задавать вопросы. Но Айсен Сергеевич не боится живых встреч, он встречается с людьми. И это показатель тому нахождения за последние 3 месяца нахождения у власти в Рио. Он провел порядка 30 выездных встреч в Лусах, на которых поговорил с нашими гражданами, выслушал их проблемы, их предложения, наказы, которые будут приняты в концепцию развития Республики Саха-Якутия. Создал более 5 дискуссионных площадок, на которых сам тоже был участником. Тот же самый форум IT и кибербезопасности «Айсберг», который он посетил, где форум был для IT-специалистов как раз-таки развития информационных технологий. Он общался вживую, всем это нравится, но, к сожалению, не всегда возможно вживую со всеми общаться, поэтому информационные технологии нам должны в этом помогать. Если говорить отдельно о прямой линии, которая прошла, да, и около 2 часов использовалась, то гражданам она понравилась. Он ответил порядка на 35 вопросов. Это будет продолжаться. Спасибо. Гаврил Павлович Парахин, ЛДПР, общение власти и общества, 2 минуты. Нужно общение и власти, и общества в любых форматах, на любых встречах, и через интернет, и лично, и во всяких. Ну, тут неравные условия, опять же, у всех. И не всегда власть у нас идет на прямое общение с населением. В основном это всегда отписки. И каждый, я думаю, уважаемые телезрители, вы это всегда прекрасно видели, на себе это чувствовали. Бумажку, которую ждешь там месяц, бывает и больше. И то приходит ответ, как всегда, неположительный. И вот все то, что происходит у нас. Отписались, показали, вроде бы сделали. И на самом деле то, что сегодня власть и встречается с вами, говорит одно. И это постоянно изо дня в день, и в день, и день, и день. И про мосты, и про сваи мы забиваем на 17-м квартале, и дороги мы у вас там сделаем, благоустроим. Ничего не происходит. Вы видите, мне вот я такое впечатление, вот сейчас ездя на машинах, да, на машине после вот этих дождей. Мне кажется, вот еще когда мои родители были в моем возрасте, гораздо качественнее были дороги в городе Якутске. И гораздо качественнее были дворы. Сегодня дворы, даже если это делают, да, они приходят, разрезают ленточку, до определенного какого-то сантиметра они там считают, выгадывают, а получается, что вроде шел по тротуарчику, а потом бах,
и там лужа сразу, тут же в этом же дворе. Спрашиваю застройщиков, объясняют просто, денег нам дали только вот до этой линии. Я думаю, вы меня поймете, про что я говорю. Тот же с этим водоканалом, но это же смешно. Куча кредитов набрали, кучу лет его строили, непонятно как его слепили, так же как ГРЭС-2. Пошли туда, нас не позвали, естественно, глава, кандидат на мэра, всех позвали туда разрезать за деньги в коммерческих банках. Теперь мы, население, будем страдать из-за повышения тарифов на воду, будем больше платить, и будут еще, не дай бог, какие-то сбои, как это все обслуживать и все остальное прочее, никто не готов сказать. И какие на это деньги будут выделяться. Проблема одна, нету равноправия и в интернете между населениями и населенными пунктами, и во власти нету равноправия между чиновниками и просто обычным народом. Спасибо. Петр Тумусов, «Справедливая Россия», общение власти и общества, 2 минуты. Спасибо. Ну, конечно, все идет к тому, что живое общение будет роскошью. И очень это, конечно, печально. Однако вот тренд развития информационных технологий, интернета, сотовой связи, все ведет к тому, что больше всего, значит, на сегодня мы общаемся в виртуальном пространстве. Мы уже сегодня, значит, большую часть своей жизни, ну, не большую часть, но значительную часть своей жизни мы проводим в виртуальном пространстве. И это будет тенденция продолжаться. Живое общение будет роскошью. Но все-таки, значит, без живого общения будет трудно. И не только власти. Да? Вот сейчас мы говорим, например, я врач, поэтому я вот по медицинской буду порассуждаю. Сегодня мы говорим о том, что телемедицина развивается. Да? Телемедицина – это такая технология, которая делает доступным, независимо от расстояния. Например, вот телекамера стоит там где-то там в труднодоступном далеком участке, например, в фельдшерско-акушерском пункте, и, значит, оттуда, значит, фельдшер просто подключает эту камеру, направляет на больного, и зрительная информация идет, и речевая информация идет в специальный центр в городе, и там анализируется, и все это дело ставится диагноз, назначается лечение, и люди лечатся. Но это недостаточно будет. Люди не роботы, они нуждаются в живом общении, поэтому вот необходимо все равно туда выезда. Поэтому живое общение всегда должна быть. И давайте не будем забывать Спасибо. о живом общении. Обращение к гражданам по 30 секунд. Виктор Губарев, КПРФ, начинает. Выборы есть, КПРФ. Сильная Якутия, сильная Россия. Голосуй за КПРФ. Я еще раз убедительно прошу поддержать кандидатов и протестное голосование. Никакой поддержки Единой России. Мы уже слышали перед каждыми выборами, и то сделаем, и то сделаем, и то сделаем. Прошло 28 лет. Что изменилось? Ничего. И более того, сейчас повышают пенсионный возраст, налоги повышают. Ничего не изменим. Нужно менять, нужна власть честная и ответственная. Антон Ломакин, доверенное лицо Айсена Николаева, ваши 30 секунд. Мы все сегодня являемся свидетелями того, что Айсен Сергеевич Николаев политик нового формата, федерального уровня. Мы все видим, что в своей работе он использует новые технологии, цифровые технологии для развития нашей республики, для открытости власти. Я призываю вас 9 сентября прийти на выборы, проголосовать за Айсена Сергеевича Николаева и сделать выбор между прошлым и будущим. Спасибо. Гаврил Парахин, кандидат от ЛДПР, 30 секунд. Уважаемые телезрители, 20% нашего населения живет ниже прожиточного минимума. То есть каждый пятый. Мы занимаем 75 место из 85. Мы в самом хвосте. 67 по безработице. У нас безработицей страдает уже 67 место по безработице. То есть у нас каждый третий это безработный. Вы поймите одно, не надо голосовать за власть. Придите на выборы и проголосуйте за ЛДПР, за партию, которая действительно спасет нашу республику и сделает ее лучше. И за Гаврила Парахина, который никогда не брал деньги с бюджета и только приносит в бюджет. Спасибо. За Гаврил Павлович, ЛДПР. время истекло. Петр Тумусов, «Справедливая Россия», 30 секунд. Дорогие избиратели, 9 сентября
призываем вас всех подойти к избирательным урнам и выразить свое согласие с политикой «Справедливой России». «Справедливая Россия» – это та партия, которая сегодня приходит к выборам совершенно четкой программой 4 важнейших закона. Голосуйте за «Справедливую Россию», номер 6 в бюллетене. Спасибо. На сегодня все, уважаемые телезрители. До скорого. До свидания.